Так, короче, я восстанавливаю вот этот пластик. У меня она лопнувшая была тут. Вот. Пропаиваю все. Изнутри, снаружи. Ну, сеткой и клеем не стоит, по-моему. Потому что это, ну, особо такого ничего не весит. Не отвалится она, короче. И я делал, помните, если вы бугель. И, короче, я по месту варил все, отрезал. И, короче, болгаркой я задел вот эти места. Вот это место. И восстанавливаю сейчас, короче. Наплавляю вот этот пластик, где пластика не хватает. Тоже полипропилен. И, короче, создам, короче, заклею все это, запаяю. Потом буду мыть весь. Потом краска черная и матовый лак. И будет она как новая. И здесь вот у меня сломалась вот этот, типа как резинка, типа, которая закрывает карбюратор. Я с этой камеры буду. Сборка продолжается. Поставил руль, вынос, машинки. Пока без ручек, потому что ручки идут. Вот. Перья вот такой вот. Вот цвет, конечно, не очень. Потом мне не зашла, не понравилось. Но все же, ладно. Оставляем так. Болтики вот эти по-любому поменяются потом. Вот чехольчик, как всегда. Хомутики нужны. Вот. Рама вся такая блестящая, без ржавчин. Без этого всего. Амр тоже покрасил. Она ржавая была, я не хотел ржавую оставлять. Вот покрасил вот так вот. Вот колеса ждут, пока покрышки придут. Вот полик, бугель. Пока вот так. Пультики разобрал. Вот это все покрасил, короче. Все по кайфу. Грипсы тоже будут. Другие. Домино, что ли? Как она там называется? Вроде бы домино. Они более-менее мне зашли, понравились. С виду такие нормальные. Вот, короче. Пластик там валяется. Пластик, вот она. Ждет своего момента тоже. Крыло, боковины. Вот, короче. Ждем пока посылку. Покупка. Вообще тебе коробка нужна немецкая? Пол коробки, блин, бумаги простой. Типа это, какую-то под сиденье. Багажник. Типа того, да. Типа унитаз. У тебя не уволили случайно? У меня же сломано. А, это та хрень, которая... Да. Новенькая, да? Да. Оригинальная Ямаха. Вот эта хуйня у меня вот здесь поломалась. Здесь крепление. Ай, покрышки вообще здоровые такие. Кендовская, да, нахуй? Это кенда? Да. Эй, тише, тише, они тише. широкие. А это резонатор, да? Да. Это сколько? Это задний, а это передний, да? 130. Тема, да? 140, 60, 13. 130. Передний. Ебать, она широкая. Это просто у тебя стерлось там уже. Так, теперь по мелочи сначала. Патрон. Самая главная деталь. Патрон, да. Вакуумник.
Тоже самое главное. Мотофорс. Ну это мотофорс Чина. Ну, думаю, ничего страшного. У О, Джекса Новый год. подарки от От Деда Мороза, да. Сука, дорогие. Нормальные игрицы были такие. Мягкие. Ты мозоли не будут. Надеюсь. А так и так будет. О, модные сальники. Это на вилку? Нет, на коленвал. Который у тебя этот, обманули? У меня который ТММПшный стоит. Нет. Некоторые Вот это бомбанули, красота. которая развернулась. Да, вот. Это только у Джекса может так. Взорваться в другую сторону. А мы поршнюху скроем? Все скоро. Это Чехол. работа Кирюхи. Чехол? Да, на ступени. А, я думал, про Интересно, что за материал? Нормальный? Нормальный? Да. Обычно безумно. Это хорошо. Ну, она Нет, дешёвая. он толстый. Ну, нет. Более-менее средний, У меня на короче. Урале вот такой материал. Да, Урал с этим не сравнивается. Ну, зато потом можно будет по эти нормально. с Не материалом. тему поедет. Чуть-чуть. Ага. На мой вообще 25 стоит. А, нет, 31. Вообще непонятно. Вот такая штука. Ты что раз отъехал? Точнее, А, даже не в что тот раз. нету вот этого, да? Короче, разберем. Что-то непонятно. Пока что. Вот. О, Наклеечки. Какие наклейки. о, с Новым годом типа. А. Дед Мороз писал. Да, вот все запчасти, блин. Тюнинг. Стой, а где поцелуйчик Деда Мороза? Или Снегурочка хотя бы. Да, да, Сейчас он вместо резонатора вылезет. Прайс. Прокулятка. Это куда? Это под генератор. А, там же Прайс. этот. Малюси, пружина на 2000 оборотов, так называем. Ну, она по килограмму чисто считается так-то. Наклейка Малюси. Здесь что у нас? Подшипники модные Малюси. У них этот Пластиковая? сепаратор. Не сепаратор, а типа как это. Типа стопор шариков другой какой-то. Не металлический какой-то там. А, есть, да, понял. Непонятный. Ну, вот А, такой. он это такой полупластмассовый идет. Я понял, что это. Текстолитовый. Типа да. Это Типа текстиль. что-то такое. Так. Колено. А, Который еще давно ждал. Это колено или ЦПГ? колено. А, это колено. А я все думал, ЦПГ. Вот, давай. Так, где у меня? Ну, куда нож дел? В нужный момент. Ищи его. Вон он. Правее, сади его. А, Подай, посмотри. лишь бы не кривой. Как с ТММПшным. Сейчас, прикинь, этот напополам сломанный лежит, да? Бывает антенновские кривые с завода. Серьезно? Да. Почему? Практика. Ну, Я- у Stage 6, по-моему, нету такого брака. Подожди, а по оригиналу у слайдера тоже стоит 6 стоит? Нет? Опа. Я Самое думал, больше. вкусное. О, Офигеть! Мне даже написано. извините, не извините, интересно. У нее же тепловой зазор там лишний, и типа звенят. Только от песка не спасает. Крови.
Не извини. О, бля. Более-менее. Более-менее. Ну, новое колено купил. Более-менее. Как будто наручники. Еще походит. Как будто бы- Почисти, смазать, походит. Подожди, аккуратно положи на полочку. Да, чтобы упал, погнулся. Да. А потом мы скажем, что это брак завода. Зажми ее. Дальше. Самое вкусное. Самое вкусное Последнее. это, да, вот это вот. Еще вот это вот, муфлер. А тут то что? Вот она, вот она. Что это? Атена спорт. Ебать задира. Что на вкуске? А? Что на вкуске? Аж все смотри. Че, как думаешь, Урал и Сузуку сделает? Там мы ехали. Этот матрасик херачит, я постепенно так упасть. Она в задире. Ей это нормально. Это нормально. Только вкус забитый. Чем? Ебать, тут грязь. Ну мы пошли в Допиливать надо. Ну. А выпуск? вообще соска. О, выпуск, Поршень кстати, блестящий. заебись, Жакс. Тут странно. Чё? Выпуск более-менее. Хороший. На том, да, у тебя заглушенный пиздец как? Да, на стоковом. Вот, палец. Шо там? Хотя бы на Понюхай. Да. Да. Ну, не, никакой. У тебя вот так дошло заглушено. Да. Так. Я задолбался пилить его. Это же еще на том джоге пельмени Даже было. этот. Ебать, я думал, куска нету, смотри. А это, оказывается, по заводу так. А? Ну, вот куска это, нету. Да. Это завод. А где этот, крышка верхняя? О, Они карбоновые, лепесточки, это да? хорошо. Карбоновый, да? Прокладки. Куча прокладки. Сквиж. Подожди, сколько их? О, головка. Во-во, я, кстати, и хотел. О, написать. внутри еще и Ебать, головку как раз, дают. Жакс, тебе сколько нужно? Еб, вот это да. Какая красота. Другая какая-то головка, кстати. По-другому что сделано. Угу. Типа, Повыше, да, степень сжатия была. побольше. Ну все, бабка в огород пойдет пахать. Очень выходит. Однокольцовая. Бензопилу проделаю. Однокольцовая. О, заебись. Один комплект колец купил. О, наклеечка. А, кстати, вот все время интересно было, почему тут всего лишь вырез под одно кольцо, а не под два? Потому что трение. Меньше. Среднее меньше, да. И нагревается, собственно, меньше. Там наклеечка. А типа... Типа поршневая живет больше, но почта стирается быстро. Ну, по мануалу там замена колец каждые 4000 километров, что ли. А говорят, Урал разбирать чаще надо. Наши 4000 превратятся в 8000. Не хватает нам много. Главное конкретно и правильно обкатать, да? Скатывать достаточно. Там обкатки таковой нету. А, это спортивный. Поставил, Час покатался. завел, и хватит. завел 15 минут, все. Ух ты! Я думал, воздушный фильтр. Резиновая? Чуть непонятно. Ой. А, На, нахуй, так натянешь. заглушку надо будет убрать. Девушке новые ощущения покажешь. Да-да-да. Испытай новые ощущения. Какая красота всё-таки. Следующий. Вот это самое жирное, прям такое, пиздец. Это самый концерт. Это смог уже, только ты его там... 9-10 минут почти снимаем. Нет, когда ты его эту посылку ждал, самое интересное, что там... А, смотри, Артёш, некрасивый. Где его да? Такие швы. Он же вареный, блин. Это ж булка. Ебать, смотри, сколько наварили уже. Ой, я тебе думал, уже под лямную зону сделано. Ну что, блядь. Еба. Первый раз держу новую трубу. О, дырка заварена. Надо срезать. Так вот отпиливаешь, и все заглушку достаешь. Да, А нахера нам нужна? Можно? Ну типа по стандартам А, Евростандарт. смотри, брак, все, брак, выкидывай. Да, блин. держи. Давай тебе надо сфотать так.
Держать? Не, это обычный металл, по-моему. Просто лаком покрыто, термостойкий. Ты вот это смотри. Подводник. Это ладно, все фигня. Вы смотрите, сколько коробок Хаттабычу самое то. Так, крепухи всякие. Топить, да? Топай тут. 1214. Ой, Вот и все. Обзор окончен. Вот, короче, покрышка Кенда. Вот, тайваньская. Я изначально хотел взять, мишку взять, но мишка дорогая, блин. Я в прошлых видосах сказал, у меня бюджета пока нет. Мне надо было 2 новых покрышки, я взял Кенду. Вот, нормальная. Не Чина, главное, Тайвань. Вот наперед, короче, вот чехол. Сегодня сделаем, надеюсь. Короче. Это уже старая сидушка пассажира. Надо будет это убрать. Это старый чехол. Потресканный вся. Вот. Покрышка наперед. То же самое Кенда. Тот же самый протектор. Труба. Stage 6 Pro реплика МК2. Она уже производится в заводе Ясуни. Не как этот. Ну, который идет с карбоновым муфлером, она производится в Китае. Вот, короче. Так, потом вот такие подшипники. Захотелось попробовать. Ну, типа этот. Не металлические сепараторы. Ой, ну, короче, потом разберемся. Это сальники Stage 6 RT. Ну, это самый, так скажем, качественный бюджетный сальник. Не малосявский, вот это все. Короче, мне казалось Атена сальников. Пришлось вот этот сальник брать. Прокладка в редуктор, потому что у меня там на герметике она вся посажена. Новая сидушка пассажира. Замена на этот муфлер, там вакуумник, короче. Сейчас мне надо будет грипсы поставить. Я этот заказал, блин, ручку. Там написано левая, правая. Я думал комплектом. Нет, оказывается, просто одна ручка подходит и налево, и направо, блин. Придется еще одну заказывать. Подшипник на маятник двигателя на ушки. Красная торка. Поршень Атена. Вот эти клипсы сейчас я буду ставить. Ну, она не Чина, она Домино, так скажем, Италия. И не хотелось мне поставить протейпер, там всякая шляпу китайскую, которая у всех стоит абсолютно. Я хотел более-менее приблизиться к стоку. Вот взял вот эти. Они типа как идет стоковые. Вакуумник, потому что мой вакуумник что-то летом мозги портил мне. То держал, то не держал, короче. По настроению работал. Поршневая Атена Спорт, коленвал Stage 6 HPC, МК2 тоже, 12 палец, поршень тоже. Сепаратор пока будет стоять у меня Атена, потом в следующем сезоне, когда буду заказывать, либо в конце сезона, когда буду заказывать ручку, там подножку пассажира, поддон, вот это все, всякую мелочь, тогда я закажу, скорее всего, МХР, который идет медная, типа. Вот. Такие вот дела. Сейчас в гараж пойдем и будем ставить грипсы нормальные. Вот. А покрышки я буду ставить тогда, когда соски придут. Я просто здесь не нашел у нас соски, которые под 90 градусов. И пришлось заказать солишки.
где-то через полмесяца, я думаю, будет. И будем собирать перед, там, зад. Но сегодня, может быть, обшивку сделаем и мотор разберем. Но завтра, может быть, соберем мотор. Но это не точно. На грипсах есть размеры. Вот 24, 22. 24 идет на ручку газа, если кто-то не знает. А 22 диаметр идет на вот эту ручку. Вот сюда. Она капец мягкая. Сейчас будем ставить. Еще надо найти ту ручку. Я куда-то дел, короче, вот этот. И надо будет поставить. И этот. Тормозную ручку тоже надо будет привезти. Поставить. Капец, но этот. Мягкая. Не знаю, как она будет проявлять себя. Нормально, надеюсь. Это же Италия. Вот, короче, поставил ручку. Вот такая она. Эй, фокус. Немножко смазал карниз, чтобы не на сухую работало. Здесь не хватает. Сейчас надо будет вот этот, ну, правый, который, блин, левый. Старый надо будет туда поставить. На время. Клипсы поставил. С той стороны тоже. Короче, мотор разобрал. Вот эти подшипники тоже. Вот здесь, которые стоят. Снял. Вот этот старый, который. Вот. Поменяю на новый. Она даже не крутится. Где вторая? Ну, вторая где-то здесь она лежала тоже. А вот. Вот она более-менее. Она... А, горячая до сих пор. Короче, как снимается? Она вставляется здесь. Греется вот это ушко. Вставляется что-то типа такого, чтобы она... Короче. Вот так вот. Она вот так вот стояла с той стороны. Я вот так вот поставил. Нагрел. Выбил, короче. Два подшипника в мусор. Оську надо будет почистить. Пройтись желательно преобразователем. Вот старый мой коленвал с горизонта, который у токаря отъездила. У нее, кстати, нету шайб почему-то. По-моему, они должны быть тут или нет. Ну, я, короче, старый коленвал посмотрю. А, я уже сдал в металл, блин. Посмотрю. Поршень благополучно сломал. Но я думал, что она сломается. Но и в итоге сломал. Потому что она уже все отъездила свое. Поршневая все. В утиль, короче, либо под рассрочку. Так, теперь надо будет сейчас шпильки открутить. Вот эти выкинуть, потому что у них резьбы. У одного сорвано. По-моему, где она? По-моему, у этого. Прям вот. Фокус. Фокус, блин. У этого, по-моему. Блядь. Ну, короче. Надо будет шпильки поменять. Я шпильки тоже купил. Сальник держал, не держал, я не знаю. Ну, она грязная. Тут вода была еще. Надо будет вот эту заглушку нормально сделать. Потом, короче, сальники. Ну, короче, все это отмоется. Почистим все это дело. Вот генератор, вариатор, там, короче, все разобрал. Редуктор потом тоже надо будет разобрать. Прокладку поменять. Потому что тут прокладка, если мне память не изменяет, я садил на герметик. Короче, вот это все надо будет снять сейчас. Потом надо будет все отмыть, все почистить, резьбы все прогнать. Вот. Вот мне надо потерять вот эти направляющие. Лучше я достану. Вот ЗДТ. Все четко. Вот, короче. Такие вот дела. Вот ложу сюда старые запчасти.
Вот поршневая. Но она в последнее время вообще не поехала, если честно. Головка такая странная какая-то. Шундер-пундерная. 2 джа. Может Китай, может хер его знает. Вот так вот посмотришь, вроде Китай. Потому что ребра мало. Охлаждение. Ну, короче, такие вот дела. Продолжать, короче. Надеюсь, вы знаете, как доставать шпильки, откручивать. Нагреваете вот этот картер алюминий. Гайку законтруете вот так. Гайку, короче, вот так вот закручиваете. Вот здесь нагреваете и откручиваете, все. Короче, редуктор разобрал, все помыл, от герметика почистил. Вот это все промыл тоже. Новая прокладка стоит. Теперь вот так вот закрываем вот это все дело. Так, где унес? Вот так вот. Теперь болты. Смотрим, чтобы она чистая была. И все закручиваем на фиксатор. Вот. Динамометрический ключ. Где-то она была. Вот она. И смотрим по мануалу, сколько там ньютонометров. Все, короче, мотор собран. Теперь надо сальники поставить. Поршневую поставить. И все. Запилил так немножко. Подогнал. Короче, это жесть. Сальники РТ, которые вот эти. Один сальник вообще не тот. Не знаю, куда она идет такая огромная. Посередине. Я думал... Короче, я сначала взял вот этот, смазал, хочу поставить со стороны генератора, она нифига большая, огромная такая. Хер его знает, брак какой-то, наверное. Где-то тут надпись была, то что... Бустер, BVS и прочее. Пришлось ТМПшную поставить. Не знаю. Скутер так написал, короче, что ответят мне, я не знаю пока. Вот так вот. Короче, продолжается постройка слайдера. Сейчас я покажу, что я сделал. В принципе, много чего я сделал, но чтобы на колеса поставить, я, короче, с Алика заказал соски нормальные. Ну, 90 градусов, там, все дела, короче, нормально. Но они придут только примерно через месяц, ну, не знаю. У меня все стоит из-за вот этих сосков. Я думаю, завтра пойду в этот на автозапчасти, там поковыряюсь, может быть нормальное что-то есть. Если что, поставлю и дальше буду собирать. А то, блин, все встало из-за него. Еще месяц ждать, блин, не знаю. Короче, вряд ли я буду ждать. Скорее всего, я возьму какой-то и поставлю. Вот, пока вот такие вот продвижения. Поставил карбюратор, шланчики, все подключил. Короче, вот этот шланчик надо будет потом вот так вот, ну, вот так вот вывести. Короче, к болту надо будет какой-то хомут типа сделать, что ли. Ну, чтобы она вниз шла, короче, вот так вот. И не терлась вот так вот об колесо, короче, не мешалось. Вакуумник поставил новый. Чё? Нулевик поставил. Вот такую фигню замутил, чтоб не болталось вот это все. Чтоб не рвало патрубок вот этот. Обычный хомут, короче.
такой же, как этот, просто чуть-чуть побольше. Я просто отрезал, просверлил, согнул и вместе с ним, короче, вот так вот, там видно, не видно, вот, короче, вот так вот зажал просто вместе с этим фильтром, и все, оно держится. Вот, свич-колпак надо поставить, проводку перемотал, потому что она была вся такая протертая. И несколько слоев, зеленый, там, блин, синий, черный, короче. Я весь, короче, проводку, ну, изоленту снял, короче, помыл всю проводку. Заново замотал изолентой черной. 2 слоя, чтобы не протерлась она. Тросик поставил вот такой, надо будет вот этот закрутить, нормально притянуть. Настроил вот. Короче, как настраивается трос газа. Когда вы берете вот так вот и опускаете, и тут звук слышно, то что вот эта фигня ударяется об этот. Вот. Слышите? И там на корбе, когда она полностью заслонка опускается, тоже такой звук идет. И они должны синхронно работать прям. Вот. В один момент должен происходить этот звук. Тогда у вас будет ход газа маленький. Ну, у меня обычный пульт. Вот такой ход. Вот. Это полностью. Ну, сколько тут ход? Сантиметра, 1,5, наверное, где-то. Вот, короче. Потом сидушку надо будет заново сделать, потому что изначально мы сделали, получилась вот такая херня. То, что вот этот рисунок вот так вот смещена. Проводка вот так. Вот этот провод, короче, с этого идет на этот. На индикатор будет идти. То, что бензин заканчивается, она будет гореть. Мы переделали там датчик стоковый, чтобы она, когда остается меньше 1,5 литров, лампочка будет гореть красным, короче. Вот этот цоколь я поставил, все заказал, термоусадка, все дела, все как-то. Все по кайфу, короче, сделано. Вот проводка. Надо будет ее проложить нормально, хомуты поставить. Тут тоже на релюхе были вот эти 2 провода оторванные. Взял, короче, запаял, термоусадку посадил, короче, все идеально, все хорошо. Вот, крыльчатку поставил от 5 БМ. Вот так она торчит. Здесь, ну, не обращайте внимания, здесь будет стоять кожух. Ну, не кожух, а воздухозаборник такой. И уже на воздухозаборнике будет стоять сетка, чтобы всякая там шлак не летела туда, листья, вот это все, короче. Компрессия капец, конечно. Хорошая. Так. Что потом? Потом. Ну, стартер покрасил. Она была ржавая. Черный мат дунул. Что еще? Ну, короче, надо будет еще один пульт. Не пульт, а ручку взять. Пока на время у меня будет стоять вот этот. С той стороны я поставлю. Я лоханулся, потому что думал, блин, написано там было левое, правое. Я думал, комплектом идет. Оказывается, она подходит и налево, и направо. Вот так, короче. Вот такие вот пироги. Так, потом. Что потом? Ну, потом надо будет аккуратно вырезать. Тут вот так вот, короче. Окошко, чтобы багажник был. Но пока я не знаю, чем я буду делать. Может быть, я возьму нож, нагрею, короче, и ножом прям аккуратно сделаю, чтобы ровно было. И вот. На старом, короче, вот так вот, даже болгаркой вырезано было, вот так вот. Некрасиво вообще.
У Данька, знаете, какой багажник? Вот такой маленький, аккуратный. Вот точно такой же будет. Вот сиденье вот надо будет обратно взять. И, наверное, вот эти скобы переместятся сюда, на край. Вот. Ну, короче, вроде бы все. Вот коробку взял от трубы. Ну, труба вот дома валяется. Надо, короче, колесо поставить, чтобы трубу поставить, чтобы завести нормально. Так-то сейчас можно завести ее, залить бензин, перемешать с маслом. И все подключено вроде. Ключ повернуть, фиг нажать и завести. Как бы, ну, без трубы я что-то не хочу. Она орать будет. И желательно не надо так делать, потому что это двухтактник. Потому что без резонатора, без трубы она немножко будет беднит, так скажем, наверное. Это не точно, но скорее всего так. Но желательно так не делать, короче. Вот колесо у меня стоит, надо соски поставить, резину поставить. Вот. Надо будет вот этот поддон, или как подхвостник покрасить. Тот поддон покрасить там, вот. Вот этот поддон покрасить надо будет. Но это поддон временный. Потом, когда деньги будут нормально, я обратно все новую поставлю. Куплю, точнее. Вот у меня пэк является. Только один пэк поставил, вот. Надо будет чехольчик одеть туда, на амор. А то, блин, ну красиво так можно оставить, в принципе. Но когда грязь там, блин, мыть это все с щелей вот этих все неудобно. Мойка не всегда берет. Резина вот такая жирная, блин, капец. Как будто на спорте, блин. Вот такая аж. Это задние, это передние. Вот они уже достаточно дубовые стали из-за холода. Надо будет, когда резину надо будет поставить, домой занести. Короче, что остается у меня? Надо соски поставить, резину поставить туда, накинуть колеса. Трубу накинуть, ну, ограничители убрать, трубу поставить. Ну, прежде чем трубу поставить, может быть, даже возьму лак термостойкий и залачу заново, чтобы нормальный слой был такой, а не вот эти тонюсенькие, которые спустя сезон проржавеют, даже не сезон, наверное. Потом, короче, трубу поставить, завести, попробовать немножко, ну, как она работает, типа свечку проверить, то, что она беднит, не беднит. Потом что? Ну, выехать пока нереально, потому что, ну, зима, все-таки еще трансмиссионное масло, вот этот 80, 60, что ли, как-то. Ну, обычное трансмиссионное масло ликвимоль, оно капец густеет, и аж это толкать сложно. Ну, короче, с проводкой надо проверить, то, что искра есть, нет, глушится, не глушится там. Ну, всякая вот такая мелочь. Потом будет поддон покрасить, вот этот поставить, и на него накинуть уже стопарь, вот это все, немножко пластика. Потом, когда все это собрано будет, когда, ну, не буду ставить весь пластик, я заново проводку проверю, на хомуты поставлю. Потом, получается, я хочу после сборки вот это все, прежде чем поставить пластик, я хочу на мойку заехать, заново все отмыть, прям вот так вот. Потом только поставить пластик вот этот блестящий. Надо будет на пластик, на морду вот этот резину найти какую-то. И аккуратно вот так по контуру пустить, чтобы она немножко, чуть-чуть болтается, конечно. Ну вот этот. Видите, ход? Не нравится вот это мне еще. Она на кочках будет такой неприятный звук. Вот. Впрочем, она на этих креплениях все целые, все стоят, просто немножко болтаются там. Надо будет резиночку поставить, короче. Вот. Цвет такой мне нравится, необычный. В принципе, все. Вот этот колхоз, блин, не нравится мне. Из-за вот этой вот части, блин, придется весь поддон покупать. Блин, она дорогая еще, пидор. Вот бугель лежит, потом надо будет поставить тоже. Вот. Стоп, поворотники.
пол. Ну все, короче. Параллельно здесь собирает свой адрес Кирилл. Вот. Поршневую ждет пока. Нормально, SE-шная. Вот покрасили, все собрали вроде. Вот мотор только остается. Я трубу, наверное, скорее всего потом продам. Кто-то написал. Короче, вроде бы все, да? Это что, моя? Не моя? Хз. Хз, не моя вроде. Обратно на место положим. Все. Ждите видео дальнейшее. Как только я возьмусь за соски, я дальше начну собирать и снимать. Короче, вот такие вот пироги. Сейчас у нас очень холодно. Ну, 2-3 дня было нормально, а сейчас вообще холодно. Ну, где-то минус 25, что ли. Ну, где-то так. Очень холодно. Ну, влажный климат, так скажем. У нас Иртыш рядом, река. И, ну, вот такие вот дела. Скорее бы сезон, скорее бы навалить, стантить, настроить слайдер. И интересно, блин, мне как же она поедет. Такой, блин, ну, достаточно злой конфиг у меня не было. У меня Рокс был, ну, там было Джанелли... Как это? Джанелли Рекорд. Ну, она же, ну, такая себе, средняя труба. А здесь уже этот... про реплика, все-таки МК2. Но она, думаю, получше поедет. Ну, это все летом ясно будет. Либо весной уже. Ладно, давайте. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Давайте. Что это было? Где-то что-то сломалось. Я вижу даже. Проводка. Проводка вот здесь. Вот она, да. Ох, ебать, компрессия. Ебать, вот. Давай, я держу, короче. Реально все замерзло. Нихуя себе. О! О! Бля, палец стучит! Заглуши, воняет! Ебать, она громкая будет. Погазуй! Эй, подожди! Газ этот хуёво возвращается. Потихоньку. Чё? Прогреться просто, короче. Здесь передний воздух еще. Так, лучше коробку убери вот эту. Нет, зачем? Тормоза! Да, надо дверь открыть, что ли? А плюс не замкнет на раму, плюс. Она снизу болтается. Все?